забыл. Ну здравствуй, Иван Григорьевич. Добрый день. Передавай привет нашим друзьям с канала Коми Рыбак. Давно, говорит, Григорьевича не видели. Всем привет, все. Работы покончал, сейчас будем видеться. Да, скажи, Был как в тюрьме. скажи, куда мы поехали? Мы поехали в Ухту Зачем? за установкой. За какой? На лодку, Аэроустановка. аэроустановку. Вот так вот. Привезем, поставим и будет дело. По милям, поедем по милям. Да, но чтобы не ехать пустыми, вон заодно решили Да, малость металлоломчику загрузили. Немного цветного металла, что Григорий собрал. Вчера свою старую машину разобрал, тут немножко железок было. Григорьевич свое барахло достал с сарая. В общем, друзья, едем 200 километров от нас в город Ухта. Вот. Основная цель, конечно, аэроустановка. К сожалению, забыл камеры в деревне, одну и вторую снимаем на телефон. Не знаю, как получится. Впереди нас ждет долгая дорога, потихонечку поедем. А что мы получим в транспортной компании, мы вам покажем. Поехали. Он счастливый. Исполнилась, говорит, мечта. да. Скоро. На день рождения, говорит, сделал себе подарок. Кстати, кто не знает, недавно, 6 июня, Ивана Григорьевича было день рождения. У меня, правда, не получилось тоже отметить его. У меня были немного другие, не очень такие веселые даты. Но ничего страшного. Как-нибудь еще отметим, да, Иван? Нечего делать, конечно. Вместе с обмывкой аэроустановки. Конечно, все вот вместе. Тут, вот тут оно поднять, вот это. Да, вот так вот. Чуть-чуть поднять, а Да. то заваливается сильно. Вот. Ну что, друзья, погнали? Да, вперед за орденами. Поехали. Так, где поедем? По Троицку? Ну да, что? Наша Троицко-Печорск. Вот наша улица Кирова, она раньше была центральная улица, Да, а теперь она просто такая набережная. набережная, можно так сказать. Да, потому что вот водоохранная зона. В половодье, большую воду, вот эту улицу даже Да, затопляла водой в 52 году катера тут 150 силки ходили. по улице. Да, вот водоохранная зона. Я живу в водоохранной зоне. Все, друзья, встречаемся в городе Ухта. По дороге, если что-то будет интересное, покажем. Соленого. И полные морозилки забиты. Блин. Я же потом отказался. Что, стоим на базе, металлобаза. Да. До 2 часов не работает интернет, уже второй час здесь ждем. В нашем полку прибыло. Роман к нам за компанию подсел. Григорий тяжело вздыхает, а расстановка уже на месте. Уже ждет испытаний, да? Да, уже надо отпечатки оставить на ней свои, как говорится. Пустить входа, а тут у нас вот такая вот Да, загвоздка. Вот она, металлобаза. Шрот. Металл принимают за 19 рублей килограмм. Чермет. Моторный алюминий 100 рублей килограмм. В принципе, нормальная цена. У нас в поселке предлагают только 10 рублей, и то денег нет. Денег этого нет. Потом. Кузовной не принимают, а тот кузов, не кузов. Вот я спросил за машину, говорю, кузов можно знать. Да, пожалуйста, по цене 19 рублей килограмм. Так что проехать 180 километров, 200 потихонечку, притаранить даже тонну, грубо говоря, этого металла и сдать. Да, Или 19, там 19 10, штук. да, или Да. здесь. Там еще при взвешивании еще Наколят. наколят, как пить дать, блин. А тут все четко, вон электронные весы. Все четко, только вот нет интернета пока. Сидим, ждем. Да. Ну, раз привезли, мы не повезем же обратно, правильно? Ну ясно. Сюда, если что, с тележкой Рому оставим, пусть сторожит, ждет. Да, палатку поставим ему. Так что вон народ, вон какими машинами сдает металл. Вон кузовные. Вон еще одна заниженная буханка, полная металлолома. Есть металл еще, есть в лесах и в реках. Да. Немножко подождем.
А куда деваться? Деваться некуда, раз приехали уже. Так, у нас уже капитан поменялся. Пилотирует судном уже Роман. Ну а мы выдвигаемся к заветной мечте Ивана Григорьевича. Едем за аэроустановкой. Металлолом мы успешно сдали. Чермета сдали на 4000. Алюминия сдали на 7000. Хорошо, интернет появился. Хорошо, что хоть обратно не надо везти. Строительная 13. В общем, Сейчас поищем. теперь выезжаем на строительную 13. Там девушка в телефоне у Романа пока найдет, пока покажет, где-то находится. И будем получать. Все, вот он. Город Ухта. Въехали, можно так сказать. Роману построили маршрут. Скоро, очень скоро. Что, держать? Да пока я дорогу знаю, куда это. Вот она. Стелла. На Синюкова надо заезжать. Стелла Ухтинская уже. Справа аэропорт, прямо Ухта. Что тебе дали? Бумагу. Деловедение из Перовска, груза, все, знакомство какое. Вот они. Вот Россия. Это тебе на память? Да, это мне на память. Сертификат? И хорошо, это, видишь, сдал алюминий за доставку, блин, отплатил за доставку 7700. Взял... Как раз на алюминий, да? Там На документы, алюминий. наверное. А? Там документы, говорю, наверное, не Ну просто да, реклама. да. Документ, конечно. Что за доставку сколько взяли? 7900. 7900, а у меня за буксировщик взяли 15 тысяч. Видишь, так-то сама установка 79 штук. 79? Да. А ты тоже заплатил за установку здесь, да? Да, все, я тут заплатил, хорошо, это переводить сюда. Там переведите, блин. Я думаю, я переведу потом к концу Украины. Я вам с вами рассчитаюсь на месте. А так бы, может, еще дешевле было, да, если с карты на карту перевел Да, бы? могло быть какой-то процент там. Ну, он так сказал, я тебе 1,5%. Но мне это 1,5% не устраивает. Так, все, наверное, не надо ближе. Хорош. Всё. Надо будет, скажет, еще подъедем. Да, подъедем. Он купил весло О, себе. да. Главное, сдали металлолом по Я тебе пообещал. 100 рублей килограмм, а купили уже по 150. Да, тут же. 1,5 килограмма весло, 225 рублей получается. Вон, мы пластик еще. Ну, Весло пока убери. Греби, Роман, греби. а я тебе не такое хотел дать весло. А У какой? меня 2 деревянные весла, красивые. Ага. Но- Не забыть бы здесь, главный, Ромка, не забыть. Подписчики напомнят. Да, сказать, а где весло, приедешь домой, а где весло? Не, они будут говорить, забыли весло. О чем думаете? Сейчас Вот, Карлсон прилетит сейчас. да, принесет это. Был просто Иван Григорьевич, а теперь Григорьевич Карлсон будет. Будем летать. Ждем. Ждем с нетерпением. Там что-то там ящички. Один под с пропеллером 1,30 м. Второй 1,80 м. А потом О, как раз такое дело. так, ничего там не осталось внутри, никаких этих. Интересно по ширине. Не влез... Чуть-чуть, да, не влезает вроде бы. Нет? А так не водил?
Да, думаю, может так померить. Надо разбирать. А? Выйдет. Зараз вперед. А что, давай борта немного раздвинет, да и все. Ну попробуем так. Все, да, это один ящик только, да? Да? Один ящик. Один ящик. Ну так попробуем. Может борта раздвинет немного, да и все. А? Какого где? Какой там полк этого? Нет, нет. Надо разбирать. Давай разберем. Сюда. Хорош. Нафиг, мучиться. Не получилось. Я не знаю, на бок можно, Григорьевич, нет? Конечно, там же ничего такого. Так вот поставим вертикально. Можно так. Там же ничего такого нет. А двигатель где? Вот пропеллер здесь. А двигатель ты боком поставил сейчас, да, получается? Да, а что ему будет? А он с маслом уже нет? Ну, должно быть там чуть-чуть масла. Да ничего не будет, я потом поставлю его ровно. А может разберем все-таки, да вертикально поставим, нет? А так вон сколько, стакет. Главное, чтобы двигателя масла не было, чтобы не вытекло. Я все равно же не буду заводить его пока. Проверить все. Все, одна упаковка, да? Одно место. Все, да. Все. Там так. Половина мечты Григорьевич уже сбылась, да? Уже в тележке. Осталось только завести. Что, ремни не взяли? Взяли где-то. Сейчас закрепим. Так, весло. Весло. Забыть. Весло не забыть. А сейчас как-нибудь да привяжем. Вот сюда вот привязать. Ну да, кронштейн этот есть длинный, который, да? Нет, не длинные, которые маленькие, там же еще тяги пригорные. Ну есть, да, тяги я вижу, да. К ним техники находятся, есть компьютер. А пропеллер сам? Контрольный собирал ее, ну, чтобы отправить, я ее... Ну да, но мы тут его не разбивали, ящик, ничего, как раз вон прицеп у нас нормально вошел. Мы 180 километров. А Ну, пропеллер такой короткий, что ли, получается? да, пропеллер лопасти сняты, значит, да? Да-да-да, они разобраны, Ну, А сколько длиной они? Нету их? две, да, а Какой ты же длины? говорил трехлопастной. А где, сколько длиной лопасть? Говорил, регулирует. и они с этим, имейте в виду, у них изменяемый угол поворота, там уже настроите как надо, чтобы быстрее, ну, вместе. Сколько длиной вместе? Ну, они длиной сколько это лопасть? Там вся установка идет 1250. 1250. А метр где? Да, есть. Ну, она разобрана, значит, и лопасть где-то 50 сантиметров, да? Ну да. Лопасти казанские, они отдельно упакованы. Ну, хорошо. Ну, ладно, посмотрим уже. Двигатель там тоже все отдельно место. Ясно, видно. Двигатель с маслом нет, спроси. Алло. Да, На двигателе сразу поменяйте масло. хорошо, хорошо. Потому что там, смотрите, там в двигателе стоит датчик. Датчик масла, если там недостаточный уровень, он будет глохнуть. Да, хорошо. Хорошо. Масло какое наливать? Минералку, синтетику? Да. Минералку или для двигателей? Полусинтетику лучше, 10-40. 10-40, ну, понятно. Да, полусинтетику как
Ну, хорошо, все, благодарствую. Попробуем. Ну, давайте попробуем. Так, спасибо. В общем, пока мы не нашли лопастей, но сказали, что все где-то должно быть там. Упакован, завязан. Так что аэроустановку мы загрузили Да. и выдвигаемся обратно в Троицкий-Печорск. По пути сейчас что-нибудь перекусим или, или не На будем столовую заезжать? можно заехать. Громко где-то можно? есть столовая, нет? На ярмарке? На ярмарке с этим, с установкой? Что нет? Ну поехали, накормишь нас. Так это можно в аэропорту где-то было. Так еще по магазинам же надо какой-то. А, на базу заедем. Заедем на базу. Все, друзья, туда, под получили, мост, выезжаем. вниз туда. Как соберем, На ярмарке сделаем включение, покажем. А, ну давай. Ну, Так, время у нас уже 10:30 вечера. И у нас еще не совсем темно. И мы уже дома. Иван Григорьевич вон со своей любимой техникой. Чтобы знать времена года. Сегодня у нас какой? 10 июня, да? 10 июня. 10, Воскресенье. 10 июня, половина 11 вечера. Вон только приехали, немного взяли у Ромки с общаги холодильничек. Там ему он уже не понадобится. Дембель скоро, как говорится. И немножко прикупились вон продуктами, заходили в магазин. Там, Немножко, чуть не полную машину. ну, нормально, там все пригодится. Там все-таки в Ухте все дешевле. И вот мы уже доехали, все нормально. Вот наша аппаратура. Аппаратура, как говорится. Да. Я говорю Ивану Григорьевичу, давай, говорю, это, Аппарат. завтра выгрузим. Вы, говорит, нет, завтра я, говорит, его уже буду собирать. Так что отцепляем прицеп, выгружаем. И я завтра немножко отдохну с дороги, потому что целый день все-таки за рулем. Почти 420 километров сегодня прокатились. Туда-сюда, обратно. Нормально. Покатались, зато дело сделали уже на месте. Теперь Да. дело остается за малым. Мало. Он уже, посмотрите, какой он довольный, а? Ну еще бы. Мечты сбываются. Все правильно. Так что все. Скоро мы увидим этот аппарат в действии. Да. Вот так вот прошел наш сегодняшний день. Продуктивно, так сказать, с пользой для дела. И скоро, очень скоро мы увидим это все в действии на рыбалочке. Вода падает. Сейчас вот ехали, река Печора еще больше обмелела. Завтра по плану у меня рыбалка с доктором. Не знаю, что получится. Ну, попробуем что-нибудь с разведки, так сказать. Первая рыбалка у нас в этом году. Ну, а потом уже 15-го, я не знаю, Серега приедет, не приедет. Иван Григорьевич к тому времени уже соберет свой аппарат, и мы поедем испытывать его, да? Да. Так точно. Все, друзья, до встречи на реке. Всем пока. На канале Коми Рыбак будет у нас рыбалка. Будет. Да. Окей.